Основная деятельность школьников – это учеба. В школах решили отменить массовые мероприятия в целях интенсивности учебы. Школьники негодуют, но нас уверяют, что предметы будут более разнообразными. Цифры статистики говорят, что школьники много сил и времени тратят на школьные массовые мероприятия, будь то День учителя, 9 мая или школьный КВН. Всю эту энергию можно направить на учебу. В связи с этим до конца учебного года количество подобных мероприятий будет сокращаться, а в следующем учебном году они исчезнут вовсе. Как тебе такая новая школьная реформа? На самом деле это очень печально, но так как я в 9 классе, я буду делать упор на свою учебу, а в 10-11 еще сильнее нужно будет углубляться в учебу, поэтому это не так-то и плохо. Как ты думаешь, почему это придумали? Мои многие одноклассники участвуют в различных мероприятиях, КВН, концерты, и у них просто нет времени на учебу. И поэтому, чтобы они учились, у них были знания, придумали такую реформу. Куда же тогда денутся актовые залы? Решено, что они будут использоваться как аудитория для потоковых лекций. Например, тот или иной учитель будет объяснять новую тему сразу на всю параллель. Еще прозвучало предложение переоборудовать эти помещения под бассейны. Сейчас пока это решается, как будет рациональнее всего распорядиться этими квадратными метрами. Как ты относишься к тому, что скоро не будет в школах массовых мероприятий? Это же прикольно, будет больше времени учиться, будут дополнительные занятия. Какие дополнительные занятия хочешь вместо концертов? Информатика, математика, английский язык. Ученые доказали, что возраст от 7 до 18 лет самый подходящий для получения новых знаний. Поэтому новая школьная реформа направлена на то, чтобы по максимуму использовать ресурсы мозга. Развлекать себя и заниматься творчеством можно по окончании школы. Говорят, что такое образование будет максимально эффективным. Готовы к таким изменениям? Посвятить себя учебе на все 100%? Звучит, конечно, не очень оптимистично, но взрослые утверждают, что именно это поможет увеличить наше IQ в несколько раз. Вперед, светлое будущее! Титова Анастасия, Руслан Бикбаев. Специально для Горы новостей.